Путин объявил перемирие, Германия пошла против Турции, а в Вашингтоне заявили, что для Украины дверь в НАТО закрыта. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Позитивный контакт Киева и Москвы. Между странами прошел масштабный обмен военнопленными. Пасхальное перемирие на 30 часов, шахеды в небе, ответ Зеленского, требования Вашингтона и разочарование Трампа. К чему идут переговоры о завершении войны? В Беларуси задержали вебкам-модель, которая вела трансляции из примерочных. Узбекистан предлагает ВНЖ за $250 000, а Европа вливает деньги в украинский военно-промышленный комплекс. Обзор важных событий. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных важных событиях прямо сейчас начинаю. Будущее войны неопределенное. Именно поэтому Европа активно инвестирует в украинский ВПК. Киев за время войны смог нарастить выпуск самоходных гаубиц «Богдана», которые уже показали себя на линии фронта. Интересно, но такое вооружение для войны с российской армией производится на средства, в том числе полученных Украиной от замороженных российских активов. Например, в начале апреля Европа объявила о выделении 1 миллиарда евро. Об этом пишет Вашингтон-Пост. Производство «Богданы», в переводе с украинского «богом данное», резко выросло за время войны с Россией. С 6 единиц в месяц в 2023 году до более чем 20 в 2025. Это стало возможным благодаря партнерству с европейскими союзниками Украины, которое, возможно, и определит будущее украинской оборонной промышленности. Запасы вооружений, которые были выделены при президенте Байдене, уже истощаются, уточняет Вашингтон-Пост. А потому на повестке дня есть важный вопрос. Сможет ли Европа полностью компенсировать возможное прекращение американской помощи? Авторы материала со ссылкой на европейских чиновников пишут о том, что сейчас в ЕС рассматривают вариант не отправки в Украину оружия, а отправки инвестиций в производство этого оружия, то есть в оборонную промышленность Украины. Ведь Европа сама сталкивается с определенным дефицитом. 30 часов тишины в небе, на море и на суше, пообещал Путин. Никаких атак, угроз, наступлений, запуска ракет и дронов. Кремль объявил о пасхальном перемирии внезапно, буквально за пару часов до его предполагаемого начала. Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18:00 часов до 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Первая реакция Зеленского на слова Путина появилась за 45 минут до начала этого путинского пасхального перемирия. А что касается очередной попытки Путина играть с жизнями людей, сейчас по территории Украины распространяется воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе были зафиксированы российские ударные дроны. Украинское ПВО и авиация уже начали работать над защитой. Шахеды в нашем небе. Это истинное отношение Путина к Пасхе и к жизням людей. Несмотря на это, Зеленский заявил о позитивном контакте РФ и Украины. Стороны провели масштабный обмен военнопленными. В Киеве сообщили о возвращении 277 украинцев на родину. В то же время в РФ говорят об обмене по формуле 246 на 246. Вашингтону нужен конец войны в Украине. США не собираются просто так вести переговоры, и рано или поздно терпение может лопнуть. На это намекает Госдеп штатов. Там дали понять, сроки ограничены. А что касается нашей реакции, послушайте, у нас есть глобальное обязательство. Мы были крупнейшим сторонником Украины. И наша цель – положить этому конец. Но из-за более широких обязанностей должен наступить момент, когда все поймут. Нам нужен финал. Мы не можем бесконечно проводить встречи ради встреч. Это не может продолжаться месяцами или годами. Трамп разочарован тем, что не может быстро заключить мир между Москвой и Киевом. Об этом пишет со ссылкой на свои источники обозреватель Вашингтон-Пост Дэвид Игнатиус. Автор материала уточняет, что безумный темп первых 100 дней Трампа создает в Белом доме атмосферу, напоминающую синдром дефицита внимания и гиперактивности. И головной болью для Вашингтона стала война РФ против Украины. Спецпосланники Трампа оказались в тупике. Россия отказывается идти на компромиссы по ключевым вопросам.
вопросам. В четверг Витков представил украинским и европейским лидерам рамки переговоров, вытекающие из встречи с Путиным. Но они включали столько уступок Москве по вопросам безопасности, что украинские и европейские официальные лица воспротивились, сообщили источники. Россия хочет контролировать 5 регионов, которые она сейчас занимает, а Украине будет запрещено вступать в НАТО. О том, что дорога в НАТО Украине закрыта, накануне внезапно заявил и спецпосланник Трампа, но уже по Украине, Келлог. Во многих других уголках мира есть проблемы, в которые США должны быть вовлечены, и эта война длится уже слишком долго. Но, как мне кажется, у нас появилась возможность. Мы представили украинцам то, что я бы назвал условиями сделки, как это может выглядеть в будущем. Они вернулись в Киев и на следующей неделе снова приедут в Лондон. Мы сядем и обсудим, как это может выглядеть, затем мы обратились к россиянам. Хорошо, а каковы ваши условия? И потом собираем все вместе. Приведу пример, мы четко дали понять, вступление в НАТО не рассматривается, Украина не станет частью НАТО. Это не новость, мы говорим об этом с 2008 года. Новая армия Литвы. Министерство обороны этой страны представило план масштабного увеличения численности вооруженных сил. В будущем в стране будет служить до 20 тысяч профессиональных военных, 6800 добровольцев и 600 кадетов. Об этом сообщила министр обороны Довиле Шакалине. Кроме того, в планах увеличить число генералов и старших офицеров под новые масштабы армии. Расширить резерв. Больше граждан будут ежегодно привлекаться к сборам и тренировкам. Таким образом, Вильнюс отвечает на растущие угрозы в регионе и усиливает оборонный потенциал страны. Реорганизуя структуру вооруженных сил, мы стремимся укрепить обороноспособность Литвы, создавая новые военные подразделения, увеличивая численность войск и создавая оперативную глубину, что позволит нашим вооруженным силам действовать еще эффективнее как на национальном уровне, так и с нашими союзниками. Германия пошла против Турции. В Берлине решили притормозить сделку по отправке десятков истребителей для турецких ВВС, несмотря на готовность Британии их поставить. Причина, как утверждается, политическая. Арест популярного оппозиционного политика Экрема Имамоглу в Турции, главного соперника Эрдогана, из-за которого вот уже месяц в стране не утихают протесты, которые, кстати, время от времени проходят и по всей Германии, ведь там проживают миллионы граждан Турции. Немецкая пресса пишет о накале в отношениях, ведь 30 самолетов, по сути, зависли в воздухе, и вопрос пока не сдвинулся с мертвой точки, даже несмотря на то, что Турция является членом НАТО. Из берлинских правительственных кругов звучит резкая критика в адрес Эрдогана, упоминая нападение на турецкую демократию. Поэтому, как утверждается, правильно остановить сделку по вооружению. Эротические стримы из примерочных столичных магазинов одежды вела 20-летняя белоруска. Девушка решила забросить учебу. Инженер-экономист не для нее. Поняла это спустя год после переезда в белорусскую столицу. Высшее учебное заведение забросила, ведь нашла способ, как не учиться, а работать. Вебкам-модель, по данным прокуратуры Фрунзенского района, за большие деньги демонстрировала онлайн все то, что ей было дано от природы. И занималась этим не только дома, но и в примерочных столичных магазинов. Однако любительницу такого заработка быстро вычислили и арестовали. Теперь девушку обвиняют в изготовлении, хранении и распространении порнографии. Она дает показания и говорит, что на своих трансляциях смогла неплохо заработать, порядка $15 тысяч. Хочешь жить в Узбекистане – плати. Власти республики начинают зарабатывать на иностранцах. Уже с 1 июня граждане других стран, а также лица без гражданства смогут стать владельцами вида на жительство в Узбекистане сроком на 5 лет. Но заплатить за такое удовольствие придется $250 тысяч и еще по $150 тысяч за каждого члена семьи. Указ Шавката Мирзиёева называется «О мерах по стимулированию производственной, экспортной и предпринимательской деятельности, а также повышению эффективности торговой и промышленной политики». Согласно документу вводятся и другие изменения. Например, с октября отменяется акцизный налог на белый сахар, который завозится в Узбекистан, но при условии, если в нем нет ароматизаторов или красителей. И еще юридическим лицам с численностью сотрудников от 20 и более человек разрешается выплачивать начисленные суммы по налогу на имущество, земельному налогу и арендной плате 2 частями. Также продлены сроки обязательного оснащения промышленных предприятий автоматизированными
автоматизированными станциями мониторинга, оборудованием для очистки от пыли и газа, локальными водоочистными сооружениями и стационарными постами наблюдения. Подписчики из Узбекистана, а что вы думаете о выдаче вида на жительство за такие суммы? Как считаете, как будут распределены эти средства в бюджете страны и как много желающих будет получить ВНЖ за $250 000? Пишите свои варианты в комментариях. Ученые из Китая объявили о революционном прорыве в технологии хранения данных. Они разработали новую сверхбыструю флеш-память под названием POX, которая способна записывать информацию в триллионные доли секунды. Эта разработка побила все рекорды в мире полупроводников. POX записывает 1 бит информации за 400 пикосекунд, что в десятки раз быстрее даже самых современных типов памяти, используемых в электронике. Ученые обещают, что благодаря их разработке смартфоны и ноутбуки с такой памятью перестанут зависать, устройства не будут перегреваться, батарея будет расходоваться экономнее, а программы и игры станут запускаться мгновенно. Уже создан рабочий чип с этой технологией. Следующий шаг – интеграция в смартфоны и компьютеры. Разработка ведется в сотрудничестве с производителями электроники. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.